По республике регулярно происходят пожары в деревянном жилом секторе. К сожалению, чаще всего возгорание случается по вине или халатности самих людей. О том, кто занимается выяснением причин пожаров и как выстроена работа у этих специалистов, в материале Виталия Абрамова. Сегодня дознаватели осматривают место пожара, произошедшего в районе ГРЭС. Сигнал на пульт 01 поступил поздней ночью. В это время небольшой дом горел по всей площади. По прибытии было установлено, что горел жилой частный дом по всей площади и была частично обрушена кровля. В ходе тушения пожара был обнаружен труп гражданина. После того, как огнеборцы ликвидируют пожар, к делу приступают дознаватели. У них с собой целая переносная криминалистическая лаборатория. На профессиональном сленге просто антрацит. Самое главное средство у нас бывает вот такой штангенциркуль, где измеряется этим глубина обугливания древесины. Кроме штангенциркуля, в чемоданчике находится множество и других профессиональных предметов, от компаса и до лазерного дальномера. Первым делом на месте происшествия производят детальную фотофиксацию и поиск возможных следов очага пожара. При продвижении в ту сторону уголь увеличивается, вот видите, рисунок проявляется более сильно. Здесь уже наблюдаются прогары, обрушение перекрытия. То есть здесь мы можем сделать вывод, что наибольшее горение было в этой части дома. Для выяснения точных причин пожара в обязательном порядке изымаются образцы электропроводки и древесины. В электропроводах бывают вот такие оплавления шаровидные для признаки короткого замыкания. Заполнить протокол осмотра невозможно без свидетельских показаний. Опрос участников и очевидцев происшествия также обязателен. Жалко мне мужика. Так-то неплохой мужик был, но что выпивал, а говорят, что обогревателей много у него. Таким образом, совместив все вводные, можно предположить, что пожар возник вследствие большой нагрузки на электросеть. Но для установления причин собранные образцы направляются в пожарную лабораторию. Образцы кабеля подвергаются рентгена и микроструктурным анализам. В последнем кратность увеличения составляет 800 раз. Атлас говорит, что по кратеру и наличие в медном проводнике наличие кислорода говорит о том, что в данном объекте исследований первичное короткое замыкание, предшествующему пожару. Таким образом, можно сказать с практически 100% вероятностью, что пожар возник вследствие короткого замыкания. Но на этом следствие не заканчивается. Впереди еще множество экспертиз. Виталий Абрамов, НВК «Саха», Якутск.